Вот что такое танцы? Есть песни, а есть танцы. Вот есть движения в танцах. У каждой нации свои танцы, свои движения, свои какие-то, значит, из поколения в поколение передающиеся вот эти настроения в танце, движения. Вот, например, взять танцора Исамбаева, да, дагестанского. Кстати, похоронен рядом с нашим Фихрат Ахмеджановичем Табеевым. Можно ли из любого человека сделать танцора? И кто больше учится танцам, например, татарским танцам татарин выучится, или татарским танцам другой нации человек тоже выучится? Как у нас менялись татарские танцы за последние, например, хотя бы там, 100 лет, 150 лет? Что такое танцы в семье? Вот. Если в танце в семье все танцуют, как это? О воспитании детей. Как милли рухлы балалар устрига. Вот как, чтобы дети, иман был высокий у детей, чтобы они мусульмане были настоящие, труженики были настоящие. Вот все эти темы мы при встрече подолгу обсуждали с Радиф Абеем. Он меня постарше на 10 лет. Вот еще при Акчурине, конечно, мы больше общались, я подолгу с ним всегда разговаривал. У нас многие ребята из штаба нашего прошли в Вильдан, долгое время ходили. В Вильдан, кстати, ходили не только татары, у него были и русские ребята. Мы это тоже с ним обсуждали. Вот все эти темы мы с ним обсуждали. Значит, у него 2 дочери, сын, у меня тоже 2 дочери, сын, это тоже наша общая тема. Ну, как говорится, Кусь Тивясин, у него замечательные, воспитанные очень дети. И вот наш товарищ из штаба женился на его дочери, значит, и наши отношения с Радиф Абеем, они меня пригласили на свадьбу этой дочери, где я видел его родственников, видел его окружение. Это замечательные, хорошие люди, прекрасные родственники. И вот, как сказала дочь, я вот видел на похоронах, он, конечно, всех любил. Он всех нас любил. И вот учителей танцев много, но параллельно, что он научил танцевать, он еще своим ученикам вложил вот этот миллирух иман. Он через эти танцы, люди начинали понимать татарский фольклор, татарскую культуру, татарские вот эти танцы. Они же из поколения в поколение передавались нам, да? И вот по его версии, что танцы родились раньше, чем лексикон, разговор и чем песни. Вот, значит, с первобытных времен. И потом, и почему танцы различаются? На Кавказе лезгинка, значит, где-то узбекские танцы. Ну, у нас танцы даже татарские, башкирские, есть также разница, конечно, есть разница. И вот на 10-миллионную Москву был всего единственный коллектив. Это Ильдан, созданный им. Ну, он и до Ильдана, значит, занимался в разных коллективах. У нас очень хорошие отношения с Global Production, с которыми совместно мы организовывали кремлевские концерты. И вот мы все-таки, у нас была Юля Гарифуллина, Альфия Нигматуллина, Сюмбель Билалова, группа Шурале, Радик Диджей. И получилось 2 года подряд, также Ильдан был на кремлевской сцене. Это вот, конечно, наша совместная такая деятельность. Ну, он с танцевальными коллективами выезжал и за границу. Он принимал участие в сабантуях в европейской части. И вот через эти танцы мы показывали татарскую культуру, татарский фольклор. Для Москвы, для татарского мира это, конечно, большая потеря. У нас после войны в 1946-1947 году было впервые организовано в Москве татарское движение, будем говорить. Первый сабантуй в 1946 году в парке Измайлова. Потом 2 года не было, потом уже в 1947-1949 они собрались на сабантуй. И было такое вот татарское движение, будем говорить, Москвы. И эти ветераны, когда уходили в иной мир,
когда мы с ними прощались или они болели, они, конечно, татарское вот это движение в Москве передали нам. Мы занимаемся этим 26 лет, поэтому на нас особая ответственность за сохранение татарского языка, татарской культуры в Москве. На нас это лежит, мы несем за это ответственность. И в этом направлении танцы для нас немаловажны. Мы каждое мероприятие проводим конкурс танцев. Значит, мы каждое мероприятие, конечно же, поем татарские песни. Мы занимаемся молодежью. И вот для татарского мира я могу сказать, что такого подобного аналога, чтобы такая группа была столько лет, конечно, нет. Мы постоянно ему звонили, его просили на день рождения, на юбилей, на свадьбу. И у нас иногда, значит, были проблемы финансовые у организаторов. И тогда он говорил, если татарское мероприятие, я готов символически приехать. И тогда он посылал хотя бы там 4 людей или как, и всегда принимали они участие. Поэтому вот это вот татарский мире, татарский дух передавать, вот это, конечно, для нас огромная потеря. Может быть, многие не знают, что он дома сам лично шил эти костюмы. Он про это тоже нам рассказывал. Значит, он сам шил эти костюмы. Это ведь тоже надо кройкой определенное, значит, шитье. Он занимался любимым делом, о котором мечтал с молодости. У него очень насыщенная биография, где только он в Советском Союзе не жил. Все-таки он был признан при жизни, он был любим с всеми его учениками. И вот отношения маэстро, учитель и ученик, это были не просто отношения, а какие-то такие близкие. То, что мы с ним также обсуждали вопрос, почему так получается, что у него в достаточно небольшом коллективе создаются пары. Почему люди женятся как-то. И вот он это тоже находил объяснение, что танцы – это мир, в который вы заходите, и уже в нем, в этом мире. Для меня лично это очень близко, потому что у меня отец танцевал в молодости. Вот, пока он не стал руководителем, значит, он танцевал, тоже у него был танцевальный коллектив у меня у отца. И потом он в детстве, значит, я тоже плясал яблочку, на конкурсы ездил. Поэтому как ставить танец, что такое танец, это для меня тема очень близкая. Вот. Ну вот, например, мы анализировали недавний концерт Татар-Жыры. И там не было танцев вообще. Вот. А что такое подтанцовка, например? Это ведь тоже очень важно. Вот когда Симбель Белалова вышла на Кремлевский, значит, площадку, через нас, так сказать, и ей на фоне танцевал Ильдан, это было очень красиво и очень зрелищно. Вот когда первые 2 суток мы были в таком непонятном состоянии, неизвестном, такое количество, значит, в интернете, когда мы его искали все вместе, у нас координатор штаба Гульнара Ярульна, она непосредственно училась у него танцам, вот, и в любой компании сейчас она может блеснуть. За несколько буквально занятий он мог привить это вот правильные движения, правильные, и любовь, да, к этому танцу. Он был у нас в штабе неоднократно в свое время, он мастер-классы у нас проводил. И когда вот были вот эти поиски, непонятная такая ситуация, значит, и в интернете уже, когда была вот эта трагическая новость, было очень много фотографий. Значит, очень много фотографий, которые для меня, например, были, я их видел первый раз. Ну, там были фотографии с Сабантуя, с Минихановым, там, с детьми, на каких-то концертах. Вот как собрать все эти фотографии, сделать фотоальбом. Ну, а что касается нас? Вот мы, являясь продолжителями татарского движения Москвы, у нас есть такой список людей, которые в своей жизни сделали и посвятили себя для сохранения татарского языка, культуры Москвы, которыми татарская нация гордится. Вот у нас есть такой список. Он небольшой, где-то около 30 человек. Последним в этом списке был Ренат Ибрагимов, вот, значит, генерал армии Махмуд Гореев.
И у нас есть совет аксакалов. И вот этот совет аксакалов решает, включать в этот список, не включать. И вот на ближайшем заседании Совета Аксакалов, даже не сомневаюсь, что Радиф Абея мы включим в этот список, потому что у нас будет такая книга людей, там и простые, и политические деятели. Вот за эти, значит, послевоенные годы начиная и на сегодняшний день заканчивая, это около 30 человек, это люди, которые сыграли большую роль, большое значение, влияние по сохранению татарского языка культуры и по передаче этому, или своим личным примером они показали. Вот он будет в этом списке, он войдет в эту почетную книгу, естественно. Вот у нас уже был вечер памяти, значит, мы почитали ему Дуга, все вместе с молодежью. У нас последние события тоже одним из при штабе, это самостоятельная группа, образовалась у нас в декабре. Это яркая татарская молодежь. Группа «Яшляр» – это 650 человек, в основном нижегородцы. Это новая, значит, такая группа. Она не при штабе татар, она самостоятельна. Но костяк, в начале активисты – это, конечно, наши ребята. И вот эти «Яшляр» за неделю до гибели Радиф Абея он им организовал мастер-класс. И это последнее такое мероприятие, которое он провел, так сказать, да, массовое. Вот эта группа «Яшляр», новое формирование, будем говорить. Вот мы в штабе провели такой вечер памяти. Я повторяюсь, на Совете Аксакалов еще раз мы утвердим и обсудим его фамилию. Это был человек коммуникабельный, человек большой культуры, большой такого воспитания, этикета. И самое главное, рухла, милли рухлыкше, иманлыкше, тәрбия зураның. Шуңар біз аны бик сагынырбыз, искә төшеребез, и җыелганда гел дуга аңар укырбыз. Урыны җмакта булсын, җирләре, туфраклары җиңел булсын. Без сезне гел искә алып торабыз.